Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Реализацией государственной политики в сфере миграции у нас в республике занимается Управление по вопросам миграции. Сегодня наша тема разговора – правила получения заграничного паспорта. Наша гостья в студии Екатерина Забелина, начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации, Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. Екатерина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот как можно сейчас получить заграничный паспорт, потому что их существует несколько способов, и какие виды паспортов существуют? Хотелось бы отметить то, что существует два вида паспорта. Да? Это паспорт старого образца и нового поколения. Старого образца паспорт сроком действия на 5 лет. Государственная пошлина на ребенка до 14 лет составляет 1000 рублей, на взрослого 2000 рублей. Нового поколения паспорт, он биометрический, сроком действия 10 лет, и государственная пошлина на ребенка составляет 2500 рублей, и на взрослого 5000 рублей. Но хочется отметить то, что вот с 1 июля у нас 2024 года будут внесены изменения в государственную пошлину именно нового образца паспорта, и на ребенка она будет составлять 3000 рублей, а на взрослого 6000 рублей. Вот, гражданин с заявлением может обратиться в любое МФЦ, находящееся на территории нашей республики. Также он может обратиться в подразделение по вопросу миграции нашей республики и через единый портал государственных и муниципальных государственных услуг в личном кабинете. Гражданин, то есть это очень удобно, не отходя, как говорится, из дома, подал заявление, и гражданина приглашают на прием. Срок изготовления паспорта составляет 30 дней календарных. Скажите, а вот могу ошибаться, но раньше в паспорт, в заграничный, можно было вписывать данные о детях. Как сейчас с этим дело обстоит? В биометрический теперь не вписываем? Да, действительно, в паспорт нового поколения биометрический такой технической возможности не представлено. Вот. Но в паспорт старого образца гражданин вполне может вписать своего ребенка. То есть тут все как бы в порядке. А ведь бывают такие случаи, когда человек запланировал поездку за границу, а срок действия заграничного паспорта заканчивается. Можно ли в этом случае его как-то продлить или необходимо новый оформить? Здесь хочется и гражданам, конечно, тоже обратиться, да, потому что зачастую очень часто люди вспоминают о том, что они хотят поехать за границу раньше, чем смотрят в свой паспорт, а там оказывается то, что срок его уже подходит к окончанию, но паспорт не продлевается, такого понятия нету. Гражданин должен обратиться с заявлением, и ему будет оформлен новый паспорт. Поэтому надо быть бдительными и следить за сроком окончания своих паспортов. Но ведь заграничный паспорт – это такое же удостоверение личности, как и паспорт гражданина Российской Федерации. Там, наверное, одинаковые критерии, когда документ подлежит замене. Например, если документ пострадал. Да, конечно, паспорт подлежит замене, если подходит окончание его срока, да, если произошла вдруг порча, там, гражданин постирал, потерял. Бывают такие случаи. Конечно, да. Если, например, закончились листки, где проставляется отметка о пересечении границы, да, если установочные данные изменились, в таких случаях паспорт необходимо заново подать заявление и оформить новый паспорт. То есть... Скажите, а можно ли восстановить заграничный паспорт в случае его утраты? В случае утраты паспорт не восстанавливается, как я уже сказала ранее, гражданин обращается с заявлением заново. А можно ли оформить или получить заграничный паспорт по доверенности? Потому что иногда бывают такие случаи, когда человек сейчас не находится в городе, в котором он должен получить документ. Нет. Это строго нет, потому что законодательством Российской Федерации такой возможности не предоставлено. Гражданин обращается с заявлением лично, также получает паспорт тоже лично. То есть никакой доверенности в данном случае не предусмотрено.
Но гражданин Российской Федерации имеет право оформить два паспорта одновременно, и старого образца, и нового образца, и использовать их. Или такой возможности нет? Да, федеральным законом о порядке выезда и въезда из Российской Федерации и в Российскую Федерацию такая возможность представлена. Значит, гражданин может оформить себе второй паспорт. Это будет обязательно паспорт нового поколения с биометрическими данными, сроком действия на 10 лет. Вот в таком случае, да, он может иметь два паспорта на руках. То есть главным будет паспорт нового поколения сроком действия на 10 лет. А сам паспорт с момента оформления заявления оформляется в течение 30 дней, после чего гражданин получает приглашение, что ему надо получить документ. А вот если получить не может, ну, может быть, заболел или находится в отъезде, сколько дней максимально может храниться паспорт в ведомстве, прежде чем его заберут? Ввиду того, что да, по разным обстоятельствам граждане не подходят за своими уже готовыми паспортами, да, то паспорт хранится в ведомстве 3 года с даты выдачи. Поэтому в любое время гражданин может также записаться через государственные услуги или подойти лично в порядке живой очереди в подразделение по вопросу миграции и получить спокойно свой паспорт. Ну, в целом, 30 дней для оформления заграничного паспорта не такой уж и большой срок. Но наверняка у многих, тех, кто смотрит сейчас нашу программу, возникали мысли, можно ли как-то ускорить получение документа. Да, очень часто люди обращаются за такой просьбой, но ускорение такого документа, как заграничный паспорт, предусмотрено только в случае экстренного лечения, ну, если гражданин там выезжает за границу, да, скажем, тяжелой болезни или там смерти близкого человека. В таких случаях граждане приносят подтверждающие на то документы. Паспорт изготавливается только старого образца и сроком действия, точнее, в течение 3 рабочих дней вот, выдается паспорт. Но только при таких обстоятельствах. А ведь есть такой процесс, который называется оформление визы. У нас есть такие государства, которые в соотношениях с Россией российских туристов пускают только при оформлении визы. Обязательно ли проходить снятие отпечатков пальцев? Потому что есть такая процедура на паспортном контроле, когда сам штамп уже в документе стоит. Да, обязательно. Нового поколения паспорт биометрический, он с чипом, с изображением лица и отпечатками пальцев. То есть данные передаются в пограничную службу, они хранятся только там и просматриваются только при пересечении границы. В базах МВД они не хранятся, поэтому это обязательное условие. Заново нужно вот пройти такую процедуру. То есть эту процедуру проходят как люди с биометрическим паспортом, так и с паспортом старого образца? Нет, это только проходят люди, которые вот на новое поколение паспорт подают сроком действия на 10 лет. Угу. Скажите, а какие фотографии необходимо приносить для того, чтобы получить заграничный паспорт? Потому что часто бывают такие ситуации, принес пакет документов, специально обученный человек, который принимает заявление, начинает смотреть и говорит, фотография не подходит, ознакомьтесь с критериями. И критерии где-то вот висят в окошке слева. Фотография прежде всего должна соответствовать возрасту гражданина. Она может быть выполнена в черно-белом или цветном варианте размером 35 мм на 45 мм, да, без головного убора. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям, значит, не допускается фотографирование в затемненных очках. Фон должен быть ровным, белым, светлым, значит, лицо и плечи должны составлять порядка 70-80% от площади общей фотографии. Вот, нейтральное выражение лица, закрытый рот, открытые глаза, никаких волос на лице. И вот такие фотографии принимаются для изготовления паспорта. Но это для паспорта старого образца. Вот, на паспорт нового поколения обязательная процедура фотографирования происходит в кабинке специальной. Вот, и на выходе в паспорте фотография будет черно-белая, хотя как она вот, цветная. Но на выходе в паспорте мы получаем черно-белую фотографию.
А скажите, вот мы с вами в начале нашей с вами беседы отметили, что, например, в паспорта старого образца можно вписать детей для того, чтобы пересечь границу, но на детей же бывают тоже оформляют заграничные паспорта. Вот если, например, паспорт биометрический, туда данные о своих детях, членах семьи вписать нельзя. Да, тогда гражданин должен подать заявление и оформить своему ребенку свой паспорт. И, то есть, оформляется на детей вот как бы свой паспорт, и, ну, и они пользуются им, детки. Но здесь нет ограничений по возрасту, как, например, с паспортом гражданина РФ. Не с 14 лет, вне зависимости от возраста, документ оформляется. Вне зависимости от возраста. Единственное, что хочется отметить, конечно, мы рекомендуем вот те родители, которые, например, детей с младенчества уже возят, да, там за границу, да, пересекают границу, вот, оформлять все-таки паспорт старого образца, потому что дети растут, если вот там в 2-3 месяца его сфотографировали, то, конечно, в 9-8 лет происходит существенное изменение внешности, и ребенок как бы меняется. Поэтому мы рекомендуем вот старого образца оформить деткам совсем маленьким, но да, ограничений по возрасту нету. Ну, сейчас, в ближайшее время, будут ли какие-то изменения, связанные с оформлением документов по получению заграничного паспорта? Или дело вот касается только оплаты пошлины, которая ожидается летом этого года? Да, только по государственной пошлине, а так существенных изменений никаких нет. Давайте тогда еще раз напомним нашим телезрителям, где и каким образом можно оформить документы для получения загранпаспорта. Документы можно оформить в любом многофункциональном центре, расположенном на территории Республики Саха-Якутия, в подразделениях наших по вопросам миграции, да, а также на едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете. Ну что ж, я благодарю вас, Екатерина Анатольевна, за беседу. Многое стало понятно, и я думаю, что те, кто смотрел это интервью, сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.